В Плиево уже почти 8 лет работает современный онкологический диспансер. Его открытие в 2017-м стало настоящим прорывом для здравоохранения всей Ингушетии. Теперь жители республики получают медицинскую помощь высочайшего уровня, не выезжая за ее пределы. Все благодаря высокотехнологичному оборудованию, которое было закуплено в рамках нацпроекта здравоохранения. Здесь выстроена четкая система оказания помощи от точнейшей диагностики в поликлинике до сложнейших операций, химиотерапии и реанимации. Отделение поликлиники у нас занимается консультативно-диагностическим приемом. Все наши учетные пациенты могут обращаться в нашу поликлинику и получать все необходимые медицинские обследования. Это объем обследований, который входит туда. Это ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек, малого таза, молочных желез для женщин, щитовидные железы также. Это рентгенография органов грудной клетки. КТ также всех органов с контрастированием мы проводим. Нашим пациентам показана бывает биопсия опухоли. То есть у нас есть возможность сегодня проводить ее в большинстве своем на любом органе. Ежемесячно помощь здесь получают около 600 человек. Использование современного оборудования позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное выздоровление. Также диспансеризация, за проведением которой в районах следит республиканский онкодиспансер, позволяет выявить даже предрак, то есть предопухолевое состояние. Квартально мы выезжаем на районы, смотрим, как проводится диспансеризация, в каком количестве проводилась она, успевают ли на районах охватывать все населенные пункты. Если удастся выявить на уровне их предраков еще до развития ракового заболевания, это, конечно, считается еще большим успехом, потому что если мы предрак можно просто удалить. 27 сентября здесь планируется проведение очередной акции с целью ранней диагностики онкологических заболеваний. В распоряжении диспансера одни из самых современных аппаратов лучевой диагностики: КТ, МРТ, рентген-установки, аппарат для маммографии, УЗИ-аппараты и другое оборудование. Особое внимание уделяют повышению квалификации врачей. Местные медики часто выезжают для обучения в другие регионы. Сюда также приглашаются врачи из разных субъектов России. Активно развивается хирургия, это направление абдоминальная онкология, торакальная онкология. Также недавно у нас пригласили онкоуролога из Волгоградской области Бадиева Магомеда для развития онкоурологической службы в нашей республике. Также в последнее время у нас активно развивается лучевая терапия. У нас есть доктор в отделении, брахитерапевт, который работает у нас по приглашению уже последние несколько месяцев, даже, по-моему, полгода. Мы своего специалиста направили на обучение в Обнинск. Через 4 месяца после получения специальности она должна вернуться в онкодиспансер и заниматься нашими пациентами. Важную роль в лечении онкологических заболеваний играет лучевая терапия. Она требует высокой квалификации специалистов. Ислам Кадзоев, медицинский физик, работает в диспансере с момента его открытия. Понимание эффективности этого лечения мотивирует его оставаться в этой области, несмотря на вред, которому подвергается организм врачей этой специальности. Мы работаем с радиацией, мы не можем допустить ошибку. Поэтому каждое утро, перед тем, как пациенты придут, мы должны его включить, прогреть, протестировать. Каждая система проверяется ежедневно. Также большое ТО, что полностью машина проверяется каждые полгода. В этой специальности очень важно рассчитывать определенное количество радиации на разные органы человека. Этим сейчас и занимается Ислам. Если мы сюда даем 40 грей дозы, то на сердце мы можем, ограничение врача это 15. Очень важно, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно и получали необходимую поддержку. Лида Кастуева лечится в диспансере уже 8 лет. Врачами очень довольна. Я с 17-го года здесь нахожусь, с 17-го года. Первый я лежала в хирургии к Сулейману Ужахову. Дик хажыр, дик обращение, облучение жай. Условия моя, служь дик бы, ханна, ёх, амурты ёх, кыт ёх. Мастол хамду.
Этот диспансер – часть последовательной работы по развитию системы онкологической помощи в республике. Глава Ингушетии в своем телеграм-канале пишет о результатах этой деятельности. Цитата. «Минздрав России отметил положительную статистику в снижении уровня онкологических заболеваний в Ингушетии. Сегодня мы в числе лидеров. Показатели в республике составляют 172 случая на 100 тысяч населения, тогда как средний показатель по стране – около 250. С 2019 года реализуется региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». В его рамках в модернизацию медицинской инфраструктуры вложено более 400 миллионов рублей. Приобретено свыше 60 единиц современного оборудования для диагностики и лечения. Онкология – это тяжелое заболевание. На сегодня оно успешно поддается лечению при своевременном выявлении. Поэтому крайне важно, чтобы профилактика и ранняя диагностика стали естественной частью жизни каждого жителя республики. Хадиджа Ивлоева, Билал Ахильгов, Магаз 24.